Хотели поправить бровь, а попали в глаз. Точно. Дядя Боря, здесь будет баня? Баня. Скажите, пожалуйста, здесь школу строят? Здесь строят школу. Дядя Боря, а ЗАГС для нас будет? Все будет. Вот, спасибо. А где? Там. Где вы сказали, дядя Боря? Ой, сука, извини, брат, извини. Большое спасибо, дядя Боря. О, председатель один приехал. Стариков не уговорил. Но разве их уговоришь? Здравствуйте, красавицы. Чем они в конце концов занимаются? Дом быта надо строить. Правильно, ателье! Какое ателье? Пусть сами себе шьют. А я на улице брею. Роддом надо, а то каждый раз в район рожать ездим. Правильно! Вы дадите сегодня нам работать в конце концов. А пусть сам председатель говорит. Правильно. Что мы все кричим? Дадим ему слово. Конечно! Должен же сам Джапар Байрамович сказать! Ну что вы все кричите? Послушайте! Тихо! Аксакалы пришли. Добрый день, люди! Здравствуйте, Аксакалы. Здравствуйте. Председатель, что здесь происходит? У всадника выскакивает из стремени нога. Люди бегут к нему. Он думает, ему хотят помочь. А они ему другую ногу норовят вытащить из стремени. Да что вы, алло, Вага. Погоди, я знаю, что говорю. Не перебивай. Он же очень хороший человек. Никто ничего и не говорит. Да. А кто говорит, что плохой? Мы ему просто правду сказали. Наш председатель нас, стариков, тоже обидел. Но, если задуматься, ведь и мы не всегда бываем правы. Мы, старики, ведь думаем как? Что все вокруг нас неразумные дети. А не успеешь оглянуться, дети уже выросли, и кое-кто стал умнее нас. Слушайте, люди, совет старейшин выражает Джапару Байрамовичу свое полное доверие. Голосуем за его проект. Алло, Фага! Алло, Фага! У вас правнук родился! Спасибо. Еще джигит. Кто родился, председатель? Правильно. Звучит гитара с рыком благ, звени веселый смех. Пусть знает стар и знает млад, что я счастливее всех. И как не быть счастливым мне, когда со мной друзья? И та земля, что краше век, и где родился я. Старики молодые, многовековые, и традиции живые нас связали навсегда, и любовь к земле родимой, и к народу, и к любимой, это все неразделимо, ни за что и никогда. Меня взрастил родной народ, и нет его родней. Я воду пил, его щедрот, и стал 100 раз сильней. Джигит живет во имя дел земли, что нас хранит. Он сердцем гор велик и смел, на то он и джигит. Старики молодые, узы многовековые, и традиции живые нас связали навсегда, и любовь к
земле родимой, и к народу, и к любимой. Это все неразделимо ни за что и никогда. Мера, ну что, сможешь у председателя скачку выиграть, а? Джигит всегда джигит. Давай. Ай, пожалуй, неудобно. Не хочется его позорить. Эх ты, хвостун усатый, я сам. Замечательно. А вот вам закуска, Анна Спасибо. Петровна. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Председатель, оказывается, ты джигит. Джигит всегда джигит. Но у вас, пожалуй, я скачку не выиграл. Дорогие наши аксакалы, уважаемый Алов-ага, Мерет-ага, Назар-ага, Нунна-ага, Петела-ага, Шукур-ага и Селим-ага. Я искренне рад, что наконец-то мы с вами пришли к общему согласию. И сегодня вот на этом празднике молодых я хочу всем сообщить, что именно здесь, с этого места, будет начинаться наш главный проспект. Погодите, погодите. А как же Чинара? Придется все-таки ею пожертвовать. Что? Как? Опять? Чинару? Неправильно. Так, давайте сюда с топорами, с пилами, только побыстрей. Дурды! А в чем дело? Нельзя пилить. Почему? Посмотрите-ка туда.